Если кто-то из нас раньше видел такое исполнение только по телевизору и хотел научиться точно так же танцевать, теперь его мечты могут смело воплотиться в жизнь. Каждый вторник и четверг в 7 часов вечера в здании стадиона «Динамо» вас ждут опытные хореографы по латиноамериканским танцам. Единственное, что требуется от танцоров – хорошее настроение и желание научиться чему-то новому. Сальса и бачата – два вида латиноамериканских танцев, которые сумели завлечь в этот зал всех этих молодых людей. Среди них есть те, кто впервые пришел в танцевальный зал, и наоборот те, кто решил пополнить свою копилку безупречным исполнением еще одного танца. Выбрала, потому что дополнительный выброс адреналина. Так сказать, вся усталость, которая за целый день, а у меня, поверьте, 2 детей, к вечеру она благодаря этим танцам вся выводится. И я даже вам больше скажу, прилив энергии хватает как минимум дня на 3. Так что очень нравится, хожу уже 2-й месяц, очень довольна. Раньше я не занималась, если только любительски. А подобным видом я вот здесь впервые очень часто слышала, всегда хотела, и вот, пожалуйста. Не одно столетие латиноамериканские танцы славились своей красотой, энергией и непринужденностью. Если для Абхазии это танец новинка, то в других странах он уже давно занимает лидирующие позиции. Более того, латиноамериканские танцы полезны для здоровья, так как служат хорошей физической зарядкой, помогают противостоять стрессам и учат расслабляться. Это социальные танцы, это для общения людей, для настроения. Парные танцы, сальса и бачата – это парные танцы. Бачата – это доминиканский танец, а сальса – это кубинский танец, афрокубинский. Не хватает в Абхазии каких-то мест, куда люди могут прийти, просто пообщаться с разных профессий и с университетов, как-то объединить людей, объединить подобными интересами. На данный момент в клубе учатся танцевать 15 человек. По словам хореографов, люди только начинают узнавать о существовании группы. В ближайшем будущем планируется открыть и детскую студию латиноамериканских танцев. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.